Аккуратней. Аккуратней надо. Всем ассаламу алейкум. Тут меня сын отвлекает. Тренируется. Вышел пострелять. Пока братья, сестры со школы не пришли, он решил один в удовольствие пострелять. Такой рабочий процесс. Так, что у нас тут может быть? Понятное дело. Так, кто-то появился. Ассаламу алейкум. Так. Ты лучник. Ну, как бы, да. Лучник. И пытаюсь мастерить сам. Стреляю. В свое удовольствие. Иногда ездил на соревнования. Вот так. Сейчас вот перо клею на стрелу. Сейчас вот доклею и покажу. Терпение. Стрелы делаю сам. В основном. Покупаю стрелы тоже. Покупаю карбон, покупаю бамбук, покупаю. Экспериментирую. Хочу понять суть стрельбы. Потому что очень много секретов неразгаданных. Вот наклеил оперение. Это заказ. Заказ Нокс деревянный, специально сделанный для конной стрельбы, чтобы было удобно хватать. Обратите внимание. Так, охотишься с луком? Нет, не охотился ни разу. Времени нету. Чтобы
охотиться это надо на целый день идти. Надо знать тропу, куда, что и как. Я в юности с одноклассниками ходил на зайца. У нас так, конная стрельба — это то, что на профессиональном. Я не представляю, как можно наводиться в тряски. Вот есть такие люди, которые стреляют верхом. Я стрелял однажды. Это было Многоборье, года 2 назад. На лошадь сел, а на лошадь я не садился более 20 лет. И вот я тогда первый раз себя попробовал в качестве конного лучника и метателя копья. Ну, мне понравилось. Я собираюсь, вот уже сколько собираюсь, никак у меня не получается, потому что своей лошади нету. Вот. А куда-то кому-то ехать не получается. Очень далеко. Вот те, которые согласились бы дать свою лошадь, чтобы покататься, пострелять из лука. Ну, это вот лошадь. Это, конечно, вообще хорошая тема. Лошадь. Кто на лошади ездит верхом, тот не болеет, если хотите знать. Сейчас, минутку, я схожу. Говорит привет. Привет. А твой привет тоже привет. Когда наносишь лак, потом надо его пошлифовать плотной тряпкой, типа джинсов или типа плотной шерсти. Тогда лак, он отшлифовывается и шероховатость проходит. Кто на лошади верхом ездит, еще раз продолжаю, у того нету болезней. Ну, вообще предки, кто на лошади ездил, мужчины, не болели мужскими болезнями в плане простатита и еще что-то, болезней сердца, печени там и все такое. Ну, в общем, внутренние органы не болели, так как езда на лошади, она укрепляет те мышцы, которые держат органы. И все там железно-бетонно становится. А сейчас что мы комфортно ездим на машинах, расслабляемся, даже пешком не ходим. Вот кто много на машине ездит, у тех даже мышцы на ногах атрофированы, если честно говоря. Движений не хватает. Потом после 40 лет начинается типа болезней колена, мениск, там еще что-то, застой, там расширение вен. Вот. Надо двигаться. Нас всех просто подсадили, как наркоманов, на таблетки. Люди без таблеток не могут.
А то, что нам Всевышним дано, те животные, например, та же самая лошадь, мы от них отреклись и сами себя толкнули на гибель. И будущее поколение, дети вообще слабые. Это факт налицо. От этого никуда не убежишь. Отвлекся. Что-то отключилось. Походу VPN тормозит, выкидывает. Понятно. Тут просто отправляет. Ассаламу алейкум. Да. Гайсар. Ассаламу алейкум. Ты в магазине работаешь? Так, я вылетел с эфира. Почему-то разъединилась. Связь плохая. Связь нестабильная. Иногда густо, иногда пусто. Приходится подключаться. Так. Ну что, задавайте вопросы. На какие смогу вопросы отвечу. Я так, если честно, пробно вышел в эфир. Думаю, в это время, думаю, вряд ли кто зайдет посмотреть эфир. Потому что YouTube нестабильно работает, даже с VPN. Ну, у меня, по крайней мере, так. Получается так. Так. 3 человека. Было 5. Всего 3 человека. Кстати, я вот пользуюсь клеем Космофен. И что заметил, каждый раз
покупая, они получаются разные. И потом я начал приглядываться. Оказывается, очень много подделок. Какие-то прям вот хорошо держат, а какие-то даже вроде бы нормально спят. После паров выстрелов либо отлетает оперение, либо вылетает наконечник. Наконечник я теперь начал сажать вот на такой клей. Потому что его греешь феном. Ну, есть пистолет, конечно. Я пистолет не стал покупать. У меня есть фен. Я феном разогреваю и сажаю наконечник. Так. Вот сейчас погода нормализовалась, теплая стала, весна наступает. Хоть можно на улице нормальные тренировки делать. Тепло, руки не мерзнут. Что радует. Как говорится, что радует глаз. Да и зима, в принципе, была не такая холодная в этом году. Обычно за зиму уходило где-то 2 изолона мишени. Дети тренируются, стреляют, но и сам. В этом году я вот с осени, где-то с ноября месяца и вот по март так 6 изолона блоков. Это специальные мишени такие. В расход ушли. То есть зима была теплая, поэтому и дети стабильно стреляли практически. Ну, тренировки вот так вот. На тренировки приходится вкладываться. Обычно люди, кто первый раз лук приобретает, покупает стрелы, начинает стрелять в доску. Пробьет, не пробьет, насколько там наконечник зашел. Это самая большая ошибка. И потом ломаются стрелы. Там за раз постреляли штук. Из 10 штук 5 стрел сломали. О, втыкается, о, заходит столько-то, столько. Стрельба-то суть не в том, что насколько наконечник зайдет, то есть стрела зайдет в доску, насколько она пробьет. Суть стрельбы в меткости, умении стрелять. Что у нас многие не понимают, когда начинают стрелять, или пробуют, когда стрелять. Думают, ага, взял лук, стрелы и пошел на охоту. И раз там подстрелил лося. Лось не будет ждать, когда ты к нему близко подойдешь. Ну или вообще какой зверь. Сперва надо научиться с 5 метров стрелять. Потом постепенно отходишь на 10, 15, потом 20. По мере
собирание кучности стрел. И постепенно отходишь. Вот. А то многие-то задают такой вопрос. А я с 50 метров попаду там, смогу там убить животное какое-нибудь. Я всегда отвечаю, да, конечно сможешь, когда научишься. А так дай человеку даже охотничье ружье, да, и дай ему там шанс, ну, три шанса, да. Вряд ли он попадет на движущегося зверя. Один человек остался. Задавайте вопросы. Угу. Ну ладно. Раз ушли, ушли. Так. Буду, наверное, тогда отключаться. Один человек.